Салем, Казахстан! Вот тут у нас есть интересная новость для краткого эпизодического видео. В Нур-Султане 4 декабря по сообщениям портала «Спутник Казахстан» митрополит Астанайский и Казахстанский Александр встретился с министром культуры Казахстана Ақтоты Райымкуловой. Он рассказал о грандиозном проекте полномасштабной реставрации Вознесенского кафедрального собора, входящего в список 100 общенациональных сакральных объектов Республики Казахстан. Митрополит отметил, что президент страны Касым-Жомарт Токаев назвал результаты работы вторым рождением общеказахстанской святыни. Особой темой встречи стало, внимание, празднование в Казахстане 800-летия со дня рождения князя Александра Невского. Ну просто обалдеть, как символично. Митрополит подчеркнул, что Александр Невский своими мудрыми решениями и дипломатическими действиями внес неоценимый вклад в формирование уникальной модели межрелигиозного и межнационального мира и согласия на евразийском пространстве. Отметим, что князь был ловким политиком и умел не только сражаться, но и договариваться, внимание, с таким непростым соседом, как Золотая Орда. По мнению митрополита, его благородные идеи созвучны мудрой политике Елбасы и главы государства Касым-Жомарта Токаева. Участники встречи рассмотрели вопрос создания памятника князю Александру, который планируется установить в 2021 году перед новопостроенным Александро-Невским храмом в южной столице Казахстана. Художники трудятся над эскизом, где Александр Невский будет изображен на коне, в характерных традициях Великой Степи, как принято в Казахстане изображать народных героев. Конец цитаты. Ну что за дичь я только что прочитал, Баурлар? Это не просто кощунство, это наглость говорить такие вещи. Но давайте обо всем по порядку. Первое. Так, чисто для сведения, хочется упомянуть, что масштабная реставрация храма, длившаяся 3 года, обошлась госказне, внимание, в 2 миллиарда 200 миллионов тенге. И это когда по стране гуляет коронавирус и куча других социальных проблем вокруг. У нас вроде как летом, когда гибли люди, лекарств не хватало, аппаратов ИВЛ, и денег у нас ни на что не было. А тут, оказывается, такие траты, и все довольны. Второе, что меня рассмешило, так это заявление митрополита. Он говорит, что князь Невский умел договариваться с непростым соседом в лице Золотой Орды. И это при том, что Александр Невский ездил на поклон в Орду за ярлыком на княжение и безжалостно резал своих сородичей, когда те медлили с выплатой дани. Истинный герой своего народа, которому обязательно нужен памятник в Казахстане. И что самое интересное, в аналогичной ситуации, когда в 2018 году в Павлодаре возвели памятник известной казахской певице и композитору Маре Шамсуддиновой, местная вата так изрыгала желчью в соцсетях, что даже опускалась до откровенных оскорблений. Мол, деньги девать некуда, что ли? Еще тратить их на памятник какой-то непонятной певичке, скакавшей по степи на лошадке. А тут и денег-то никаких не жалко. Кстати, еще один факт о Павлодыре. В тамошнем Благовещенском соборе, оказывается, уже давно стоит памятник этому чудо-герою. А потом у нас еще удивляются, откуда у нас столько пророссийских ватников в Казахстане. Ал қазақша айтқанда осы шіркеудің ауласында Александр Невскийге арналған мүсін тұр екен. Енді біз қазақтар осындай жайт туралы қайдан білеміз? Шоқынған мәңкүрттер болмаса. Қалай болса да бұл дұрыс емес. И раз уж такое дело, давайте предложим нашему Министерству культуры, так сказать, в знак взаимоуважения двух стран, построить комплекс мечетей в российских городах и поставить там памятники в честь Кенесара, Касым и Хакназар ханов. Хватит ли духу у наших культурных деятелей сделать такое предложение? Как вам такая идея? Пишите свое мнение в комментариях. А также не забывайте ставить лайки и делиться этим видео с друзьями. Сау болыңыздар!